Доброе утро, у нас новый ролик, и сегодня у нас, внимание, 17 мая 2025 года, и спустя, получается, почти полгода мы снимаем наш новый ролик. И сегодня, друзья, мы отправляемся в Татарстан, в Казань, и у нас будет офигенный, интересный ролик, я очень на это надеюсь, и он вам очень понравится, поэтому подпишитесь, поставьте лайки, или пишите какие-нибудь комментарии, и погнали вместе с нами в Казань, в Татарстан смотреть прикольные места. А поедем мы, кстати, для справочки, как вы уже знаете, на нашем гибридном RX 400 с нашими друзьями Тимуром и Наташей. Респект им за то, что поедут с нами. Надеюсь, нам будет комфортно. Погнали! Днем ранее по некоторым причинам мне не удалось заправить машину бензиноамперным топливом. И отъехав от города буквально несколько километров, нам все же удалось. И как вы видите... Заправка идет, заправка идет. Идет, хорошо? Что там уже? Уже 1500? Дорого что-то? Может, не поедем? Что-то дорого, поездка обходится. Это не реклама Ирбиса, но едем в Казань. Пока что стоим в Казань, в сторону Казани. Наши женщины книги читают. Давайте посмотрим, что за книга. Это для себя? Это для тебя эта книга? Да? От Уфы до Казани на автомобиле в среднем темпе занимает около 6,5 часов, но и расстояние между двумя столицами братских республик около 530 километров. Существует два основных автомобильных пути из Уфы в Казань, платные и бесплатные, но бампера люди почему-то теряют и там, и там. Мы же решили испытать себя и наше авто на прочность и поехали по бесплатной дороге. И одним из первых городов, который встречает нас на въезде в Татарстан, это город Мензелинск. А одна из его визитных карточек, которая отчетливо видна с трассы, это железнодорожный мост, построенный в начале 20 века, который называют Екатерининским. Однако никакая Екатерина по этому мосту не ездила, да и сам мост только прикинулся железнодорожным. А вот буквально через некоторое время нам открывается индустриальный вид на один из крупнейших городов Татарстана. Набережные Челны, столица отечественного автопрома, сердце экономики, гигантский завод КАМАЗ. Сам же город, спроектированный в 70-х годах, имеет очень широкие проспекты, микрорайонную систему и вообще весь какой-то квадратно-прямоугольный, если сверху посмотреть. А вот на выезде из Челнов нас встречает река Кама в лице Нижнекамского водохранилища. Здесь же располагается Нижнекамская ГЭС, которая является второй по мощности электростанцией Татарстана и одной из крупнейших гидроэлектростанций России. Следом, после очередного пополнения автомобиля бензиноамперным топливом, нас ждала довольно долгая, но вполне комфортная 200-километровая дорога до Казани. Для кого-то эти 200 километров могут показаться вечностью, однако если найти для себя интересное занятие, например, считать количество увиденных лосей или придумать грустную историю про депортированных кур в автомобильном прицепе, удивиться московским автобусом, хотя до Москвы тут еще далековато, то можно вполне быстро скоротать время, и эти пару часов пролетят незаметно. И вот уже на горизонте нам открывается вид на развилку на Мамадышский тракт. Что делаешь? В Казань еду. Ты Казань уже видишь? Вижу. И она меня видит. Это получается, мы приехали. Почти. Так там знак был. Так, куда едешь? Казань еду. Что, в Казань поехали? Мы там в Казань едем. Там едем в Казань.
Проехав несколько районов и преодолев все казанские воскресные пробки, мы наконец-то въехали в Новосавиновский район на улицу Чистопольскую. Конечно же, зная, что в жилых кварталах Казани есть проблемы с парковками, мы заранее попросили нам предоставить на время проживания место в подземном паркинге. Буду повеситься ходить. Да. Мы наконец-то, друзья, приехали. Улица Читаева, 43А. Довольно-таки спокойно, тихая улочка. И здесь у нас температура, друзья, плюс 32 в Казани. Довольно-таки тепло. Доехали мы хорошо за 6 часов и 29 минут. Не знаю, сколько потратили бензина, но, в общем, потом посчитаем. Ребята пошли чекиниться, поэтому чуть позже все расскажем. Вот такой вот жилой комплекс, в котором мы будем с вами жить. Такая вот парковка, в которую мы так хорошо вписались на нашем RX. Ну, в общем, вот. Да, это что-то на богатом. Стоимость места на четверо суток нам обошлась в 1000 рублей. Но оно действительно того стоило. Однако, конечно, если парковаться так же долго, как я, вы не скоро подниметесь на лифте на 14 этаж, где располагаются арендованные нами апартаменты. Вот с такими вот потрясающими видами. Это Матвей с Тимуром. Тая ушла показывать Наташе все свои игрушки. На 14 этаже живем. Наша прогулка начинается с Новосавиновского района, где мы и живем. С этим районом мы еще познакомимся, но в первую очередь, оказавшись в Казани, конечно же, хочется отправиться куда? Ну, можно, конечно, было бы пойти во дворец бракосочетаний, но так как в нашей компании этот рубеж уже преодолен, то мы бы хотели прогуляться в центр города. А вот добраться до центра Казани можно несколькими способами, и один из них это казанский метрополитен. А вот ближайшая станция к нам оказалась как раз-таки Кузя-Слобода. Как и почти любой другой, казанский метрополитен огорчил нас отсутствующими пандусами. Да, странно, как мы заметили, с пандусами в метро здесь какая-то беда. Далее казанский метрополитен встретил нас воздушным потоком, запахом метро. Тая, смотри, на метро поедешь? Стоимость проезда на сегодняшний день составляет 46 рублей. Что интересно, пройти турникет с коляской не получится, она просто не пролезет. Нужно сначала оплатить проезд, а потом попросить работника метро показать потайную калитку. И только тогда вы сможете попасть на перрон метрополитена. А где Тасенька? А где папа? Что он делает? А ты сейчас на чем поедешь кататься? Мы находимся на 7-й станции метрополитена, открытой в 2010 году. Казанский метрополитен – первый метрополитен, построенный в России после распада СССР, история которого началась со строительства в 1997 году и торжественного открытия 27 августа 2005 года, приуроченного к празднованию тысячелетия города. На сегодняшний день функционирует одна линия протяженностью 16,8 километров с 11 станциями. Лично мне всегда казалось, что метро в Казани больше смахивает на некий аттракцион, но на удивление, как мы видим, метро в Казани пользуется популярностью. Не могут же все люди просто так кататься туда-сюда.
Однако после поиска выходов на поверхность, а также после долгой дороги, чувствовалась некая усталость, и организм требовал подзарядки. Немного подкрепившись в одном из известных и популярных так называемых ресторанов на улице Пушкина, мы направились на одну из популярных зон отдыха, находящейся поблизости. И пришли мы на озеро Кабан. На берегах озера Кабан в Казани можно полюбоваться историческими памятниками и просто отдохнуть, любуясь гладью воды. Это не один водоем, а целая система из 3 озер в центре Казани. Они связаны между собой протоками, а их общая протяженность почти 7 километров. Мы же находимся возле второго по величине водоема – озера Нижний Кабан. Пока уточка. I left my heart wide open, babe, so I can let you swim. You left my body hoping to be under your skin. Конечно же, с озером связано множество мифов, таинственных историй. Пожалуй, главная загадка всех, кто слышит название озера, почему оно называется Кабан. Есть 2 популярные версии. Некоторые считают, что древнетюркское слово «кабан» означает «яма» или «водоем», а историческая версия ссылается на легенду, что ранее тут существовало городище, которое основал булгарский хан Кабанбек. Еще одна тайна казанского озера Кабан – это клад времен Ивана Грозного, якобы спрятанный в глубинах водоема. Конечно же, никто никакого клада в озере не нашел, хотя нет, кажется, кто-то все-таки для себя что-то нашел. Это откровенно. Зато если перейти на противоположную сторону, на улицу Левую Булачную, можно полюбоваться каскадом из фонтанов и рекой Булак. Фонтаны бьют через равные промежутки по всей длине реки, которая тянется до стен Казанского Кремля. Высота струй достигает 10 метров, и разлетаются они на 7 метров вокруг своего центра. А в ночное время фонтаны еще и подсвечиваются разноцветными огнями. Сама река Булак является протокой, которая соединяет реку Казанку и озеро Нижний Кабан. Конечно же, пришло время пройтись по улицам города, но не только по прилегающим, а по самой главной туристической и пешеходной улице Казани, улице Баумана. Протянувшись почти на 2 километра от Казанского Кремля до площади Тукая, она служит центром притяжения для туристов и местных жителей. Первое, что возвышается на улице Баумана со стороны площади Тукая, это колокольня Богоявленского собора. К сожалению, подняться на колокольню у нас практически не было ни силы, ни желания. Желание было одно – найти какое-нибудь особенное заведение и оставить там энную сумму денег. Поэтому берем себя в руки и отправляемся дальше. Полюбоваться чем? Да хоть чем, даже людьми, которых, как правило, на улице Баумана довольно много, хотя большую часть, наверное, все-таки составляют туристы. Также довольно часто тут можно встретить уличных музыкантов разных возрастов, а отдельного внимания заслуживает архитектура. Отправной точкой застройки исторической части города служат православные храмы, доходные дома 19-20 веков и памятники
памятники советского конструктивизма. Например, выдающийся памятник советской архитектуры Дом печати, в дворе которого мы сейчас и находимся. Здесь же можно встретить ретро-автомобили, а также неподалеку расположен довольно уютный ресторан с историческим шармом, нескучной кухней и атмосферой, с интересным названием «Штоф Петровский». На сайте ресторана написано, что каждый визит может превратиться в целое событие. Но, в общем-то, оно так и было. Ну, например, в чертогах в моей памяти почему-то всплыло, как рисовать 24-ю Волгу. Тимур зачем-то нарисовал сначала что-то неприличное, но потом все же получился герой, кажется, какого-то мультфильма. А так называемая торжественная часть нашего посещения даже провела некую дезинфекцию некоторых частей моего тела. А, мне накапало в ранку. Мне в ранку попало, и теперь оно... Оно вообще бесконечно. Казань. Далее, немного взбодрившись, мы снова направились в сторону Казанского Кремля. Даже улица Баумана стала как будто немного радостнее. Даже музыка Витеньки Робертовича казалась веселой и задорной. Но тем не менее, наша прогулка по центру Казани постепенно подходила к концу, и заключительной локацией на сегодня был Казанский Кремль, на входе в который нас встречает Спасская башня. Однако вместо традиционного для туристов посещения мечети Кул-Шариф мы пошли немного иным маршрутом. И первым местом на территории Кремля оказался двор присутственных мест, ну или как его называли раньше, губернская канцелярия. Это место представляет собой современное многофункциональное общественное пространство внутри Казанского Кремля, открытое в историческом здании конца 18 века. Сегодня это популярная городская локация для отдыха, где проходят масштабные выставки, ярмарки и культурные мероприятия. Правда, в этот момент кроме нас там практически никого не было. Следующим местом была смотровая площадка у северо-восточной башни Кремля. С нее открывается панорамный вид на город, реку Волгу, исторический центр Казани, в том числе на дворец земледельцев, Дворцовую площадь, дворец бракосочетания, который мы ранее видели, а также на весь Новосавиновский район. И в заключение вишенкой на торте, а точнее жемчужиной Казанского Кремля, была та самая башня Сююмбике. Уникальный памятник сочетает в себе черты средневекового татарского зодчества и русского барокко. Из-за заметного наклона башню часто называют Казанской-Пизанской башней. Отклонение шпиля от вертикальной оси составляет около 2 метров, а наклон в северо-восточную сторону сформировался в результате оседания культурного слоя и взаимодействия почвы.
Так что фоткаясь и касаясь башни, будьте аккуратней, чтобы случайно не наклонить ее еще больше. Шутка. В начале 20 века нижний ярус укрепили металлическим поясом, а позже инженеры усилили основание здания. Сейчас наклон зафиксирован и дальнейшего движения не происходит. Здесь же находятся руины мавзолея казанских ханов, в которых хранятся останки второго правителя, фактического создателя независимого Казанского ханства Махмуда, а также влиятельного казанского хана, трижды правившего страной, Мухаммада Эмина и их родственников. Ну а на этом интересном месте наша первая серия подходит к концу. Нам пора отдыхать и набираться сил для наших следующих путешествий. Напоминаю, что нам очень нравятся ваши комментарии под видео, а те, которые заслужат внимания, мы обязательно публикуем. Так что не стесняйтесь и пишите что-нибудь интересное. Также с вас подписка, лайк и, конечно же, встретимся с вами в следующей серии.